В конце ноября в Бишкек пришло большое искусство. В Театре оперы и балета с участием мировых звезд состоялась премьера мирового спектакля «Баядерка». Главной звездой вечера стал премьер Мариинского театра Ким Мин Ким, один из великих танцовщиков современности. Такие люди, как Ким Мин, рождаются, чтобы дышать через танец. Им неведомы законы земного притяжения, а с помощью необыкновенной музыкальности и смерчи танцевальных пируэтов они доносят до зрителя всю красоту и смысл большого балета. И сегодняшнее наше интервью с этим необыкновенным человеком. Кимин, приветствую вас на кыргызской земле. Вчерашнее ваше выступление было просто потрясающим. Я сам был свидетелем, и вся кыргызская аудитория была в восторге от вас. Спасибо вам за то, что подарили нам такие приятные впечатления, принесли в Бишкек большой балет. Спасибо. Мой первый вам вопрос. Вы впервые в Кыргызстане? Да, вообще первый раз здесь. Вообще среди Азии даже я первый раз меня пригласили. Очень часто Казахстан, но почему-то, не почему-то, а у меня в график очень тяжелый дома в Питере. Поэтому из-за этого, как по-моему, даже 5-6 лет не совпадали, не смог. Поэтому здесь получается первый раз. То есть в Казахстан вас раньше звали, но вы никак не могли? Да, не смог. И в Центральной Азии вы в первый раз, да? Первый раз, да. Какие у вас впечатления от Кыргызстана? Во-первых, конечно, любой город, любая страна, я танцовщик, естественно, я смотрю сцену. И от этого я получаю как удовольствие и как сравниваю с другим театром. У меня впечатление было как очень приятно, и все труппы, и еще зрители, и вообще как театр, атмосфера, это дает очень приятно было, как будто что я уже здесь был, как 10 лет, да, такой очень, да. Ну, вам, значит, понравился кыргызский театр? Очень. А как вам наша аудитория? Честно говоря, что не смог смотреть город, и очень жалко, потому что у меня вчера спектакль был, и позавчера только прилетел. И не успевал смотреть, потому что главное нужно было репетировать. И перед спектаклем я как особо не гуляю, не смотрю, потому что все-таки на сцене очень много требует сил и энергии, поэтому нужно отдых, перед спектаклем необходимо. Но все равно, как я ел еду здесь, и около театра чуть-чуть я погулял. И приятно смотреть скульптуру, что Вишнялив там у театра. И мне очень понравилось. А вы раньше знали про Бибисера Бишеналиева, да? Мне, да, сказали, что педагога. Да, это легендарный народный артистка из Кыргызстана. Да, я уже знал. Но я еще раз посмотрел как в Ютубе и как ее танцы. И чуть-чуть я читал. Мне очень важно их каждая страна истории балета, потому что здесь такой народный, легендарный артист нужно знать,
Потому что когда ты танцуешь на сцене и получаешь удовольствие от зрителей, они так теплое отношение и как приветствует очень, очень как хорошая энергия мне дает. Это почему? Это не просто я только хорошо танцевал, а из-за того, что такой легендарные танцовщики уже были, и зрители это уже привыкали и учили от этой. Да, они уже знают балет от легендарной танцовщика. Поэтому сейчас я уже танцую и с таким зрителем встречаюсь, и вот это получается такая новая атмосфера. Если я не знаю их, то я себе вопрос даю, почему они, как они знают, откуда они знают. И да, поэтому мне это необходимо знать, что их история и вообще. Спасибо, что посмотрели на ютубе нашу Бибисару. А как так получилось, что вас 5-6 лет зовут в Казахстан, вы не приезжали вообще в Азию, а в Кыргызстан сразу позвали и приехали? Ну, это я не знаю, это, мне кажется, судьба, как сказать. Такого не было, что я специально не приезжаю, как отменил, такого нет, просто как не получилось, не получилось, а здесь почему-то как сразу как... Значит, точно судьба. Да, судьба. Да. А когда вы узнали, что едете в Кыргызстан, вы как-нибудь поизучали про нашу страну? Я только как книгу читал, и мне это предложили педагог. Есть в театре Амилии, он знакомый с моим педагогом, и через его, как мне предложили, что спектакль танцевать Байдерку. Поэтому я приезжал сразу. Во-первых, Байдерка это самый мой любимый балет. И здесь еще я перебирался в Кыргызстане. Конечно, естественно, хочу показать хорошо. И такое. Вы сказали, что уже попробовали местные блюда. Да. Что вы попробовали, что вам понравилось или что-то не понравилось? Я попробовал только манты. Манты. Да. Но манты я вообще мой любимый какие-то. Манты я первый раз попробовал, когда в России, там Улан-Удэ, там я первый раз пробовал. Поэтому я знаю, что это такое. И здесь мне объяснили, как вчера после спектакля, история манты и как нужно есть. Сначала я как вилкой я попробовал. Мне объяснили, что не с руками нужно пробовать, поэтому я тоже пробовал. Мне очень вкусно было. И жалко, что не перед спектаклем поел. Если перед спектаклем поел, то я бы лучше бы танцевал. Да, возвращаясь к спектаклю, к вчерашней Баядерке, ваши педагоги, самые известные педагоги, это вот Владимир Ким и Маргарита Кулик, да, воспитали вас таким образом, что вы в первую очередь должны думать о партнерше, да, и вы в интервью говорили, что с каждой партнершей танцуете по-особенному. Вот вчера вы танцевали с нашими замечательными балеринами, это вот Аджар Эргешева, да, в роли Ники, и Алина Мабиталиева в роли Гамзати. Что вы можете сказать об их танце? Вообще, как очень приятно было, что с ними танцевать. И для балерины, для мужской танцовщика тоже сложно. Байдерка вообще балет очень сложный для кардебалета, вообще для солиста. Да, по всему, мне кажется, очень сложно. Но я же, как Байдерка, для меня это как семья. Очень много раз танцевал. Допустим, я с Байдеркой я был в Гранд-Операн, я был в Эбите, был
еще Норвегии. Все время с байдаркой почему-то как меня как вызвали. Но я слышал, что для Алины и для Жары вчера был пример. Я поэтому очень хорошо знаю, как это сложно и как это переживают вообще балерины. И из-за того, что у меня тяжелый график, я только смог порепетировать накануне спектакля. Это вообще невозможно. Один раз только. Мы один раз только проходили. А обычно сколько репетируют перед такими большими? Ну, если, допустим, когда я байдарка готовлю, я месяц готовлю, больше месяца я готовлю. Обычно 1,5 месяца, обычно месяц, кому как. Но я помню, что больше месяца я готовил байдарку. Но вы здесь один раз прорепетировали, у вас получился очень синхронный. Это я поэтому как хочу, что как большой комплимент и большая благодарность балериной, партнерше, потому что они очень профессиональные и очень с ними приятно работать. Мы всего, даже я не могу сказать этот день, мы перед репетицией, общей репетицией мы только чуть-чуть попробовали, и потом сразу порепетировали с оркестром. Еще с оркестром мы репетировали. Они, ощущение, как они очень хорошо меня понимают. И я старался, конечно, тут я хотел помогать, но они как очень внимательно меня слушают. Я все время говорю, что скажи, как тебе удобно. И просто мне всегда важно не просто как мне удобно, а как и ей удобно. Поэтому я говорю, что если что, скажи, пожалуйста, открыто, не стесняйся. Но они наоборот, что как спрашивают мне, как нормально, спрашивают, все время спрашивают. Я как из-за этого очень много переживал, потому что мне главное, чтобы балерине было комфортно. Ну, в общем, как многие сказали, что мы вчера очень синхронные было, поэтому я очень рад и благодарю их очень сильно. Вообще, как вы оцениваете уровень кыргызского балета? Да. Очень хорошо, потому что еще раз говорю, что вчера я слушал, что байдарка это пример. Давно было, конечно, здесь была байдарка, я слушал, но давно не шли, я слушал. Но вчера такой сложный балет, и вчера я, еще раз говорю, только прилетел, и они как за одной репетицией со мной, как вы, да. И это еще маэстро, я как отдельно хочу благодарить маэстро, который вчерашний. Это как большая честь с ними как работать, очень приятно было. Да, и вот это за одной репетицией это очень сложно, как получиться, потому что разные комбинации, разные, может быть, чуть-чуть разный стиль. Но как могу сказать, здесь я вчера тоже думал, что почему здесь такой хороший уровень. Мне кажется, это все как руководство и педагоги. Они очень, 2 дня я заметил, что у них глаза вот так горит. И от этой не может как вот так работать. Это, конечно, трупы тоже как да. И их энергия, мне кажется, вот эта труппа это поднимет, я считаю. И естественно, что все труппы, я одно скажу, что как во время репетиции, я до сих пор помню даже, когда это между 2-3 акта маленький перерыв был. И обычно, как я несколько как в города и в страны я ездил, но такого я первый раз было. Я расскажу сейчас. Я отдыхал там на сцене, как я, встреч. Потом, как ребята подошли ко мне, там 7-8 мальчики подошли.
И говорит, Кимент, у нас есть вопросы, говорит, что, а что? Она говорит, как нужно правильно крутить? Про технику они спрашивают. А как нужно прыгать? И как это очень для меня, ну, мне очень приятно было, потому что обычно как, ну, мы не знакомы, поэтому, может быть, они боятся, может быть, как неловко что спросить. Но нет, у них очень искренне были глаза, искренне и открыто, как мне как спрашивают. Поэтому, естественно, как я хотела тоже как рассказывать свои секреты, свои как свои как техника. И это мы очень долго разговаривали, по-моему, минут 10-15, ну, перерыв где-то 20 минут, 15. Но мы как весь перерыв, как я рассказываю, и как они тоже пробовал, а кто-то получается, кто-то не получается. И это было как здорово. Мне кажется, вчера, как мне сказали, что зрители очень много получили удовольствия. Да. Это потому что из-за этого. Потому что трупы, они как глаз горит, и хочет работать, и получить еще дальше. Потому что если кто-то, когда мне спрашивали, и я попросил, что давайте попробуем, и я тебе замечание делаю. И у них хорошо получается, но все равно хочет спросить, почему, потому что они хотят, что еще лучше становится. Да, это очень приятно смотреть. Я считаю, кто работает, это для меня, да. Поговорим о вас. Вы произошли абсолютно из небалетной семьи. Мама у вас музыкант, папа государственный служащий. Как так получилось, что мама отдала вас вот именно в балетную школу? Неужели вот глаз алмаз и увидела у вас потенциал? Не знаю, мне сказали, что как, ну, мама музыкант, поэтому естественно, что дома каждый день шел музыка, классическая музыка. Часто Йоганн Штраус, мама любимая музыка, Йоганн Штраус, Бетховен, Брамс, каждый день вот шло. Мне сказали, что как в детстве я под этой музыкой все время я танцевал. Что-то как, конечно, это не называется это балет, но что-то танцевал все время, как двигался. И мама до того времени уже поняла, что-то нужно с ним делать. И сначала, как мама как предложила попробовать, ну, для координации, попробовать, что тэквондо, мама футбол и ски на лыжи. Даже гольф? Гольф, да, все мы пробовали. А потом, как искусство, как просто мама сначала думала, что как, ой, Кимин очень хорошо двигается с музыкой. А потом поэтому вот это все как пробовал. Потом мама сказала, что потом поняла, что он не так хорошо двигает, но он очень музыкальный. Как я с музыкой, очень музыкальный, как я двигался, мама говорит. Поэтому нет, что-то нужно какое-то искусство. И пришло на ум балет. Балет, да. И мне, когда я балет пробовал, как, знаете, раньше, как, мужчины, балеты, зачем? Как, я стеснялся, как, нет, это не для мужчины, как я сказал. Потом, когда я первый раз видел балет, и который я учился, тэквондо, гольф, футбол, свимминг, вот это все я бросил. Просто вот это, после того, как я один день смотрел балет, я сразу вот это бросил. Кроме этого, я ничего не хочу делать, я только хочу балет. Да. А вот в Корее вообще считается, что балет не для мужчин. И я читал, что ваш папа даже очень сердился, что вы пошли на балет, он прям ругался. Да, папа очень сильно против был. Папа сказал, что с мамой очень даже как ссорился, как он очень против был. И
Я даже как с моим братом мы ходили в школу, как, чтобы папа не видели. Но это как через 2 года, наоборот, как папа больше любил балеты. Папа сказал, ты был в школе? Как? Нормально? Спрашивает. Как, расскажи, пожалуйста. И папа как более так горел в глазах. И сейчас, наоборот, оба очень любят балет, искусство. И да. У нас даже расскажу, что вам, если что-то, как, знаете, когда родителям, ну, дети, если как не слушают родителей, то родители как замечания делают. А у нас такое замечание было, что Кимин, я тебя не пущу в школу, ты остаешься дома. А для меня это самое страшное было. Да. Наказание. Да, как, я даже это помню. Вот вы рассказали про ваш первый случай, когда увидели балет. Это была «Спящая красавица», Да, и вы расплакались, а мама над вами прям смеялась. да. Как мама не поняла, что почему как ну, маленькие дети, это уже понимают такое, ну, музыка, как для мамы это было, как, да. А я наоборот, это как не объясняет. Красиво было. Да. И после этого вы твердо решили, что будете Да. в балете. Да, точно. Это было, я даже помню, что когда это было, там во время 2-го акта было. И для меня почему-то как музыка слишком для меня красиво было. И еще в Корее не как в Европе и России, что у нас не было как популярный балет, такого не было. Я даже где-то у меня 10 лет или 13 лет даже, год, даже я балет студент, но год я настоящий балет, спектакль смотрел, это, по-моему, 2-3 это максимум было. Да. И поэтому для меня, когда в театре с оркестром слушать музыку Чайковский, было как... Да. Слезы. Поэтому это сейчас у меня есть такие как сказать, вещи, которые у меня глубоко где-то внутри остаются до сих пор, что я тоже хочу зрителям это передать. Так, как я чувствовал раньше, когда в детстве, я хочу это передать что зрителям, потому что это, ну, не объясняется, это, что это такое было, почему я плакал, почему мне так хотелось плакать. Это не объяснять, это называется, мне кажется, арт, искусство, балет. Поэтому я вот это стараюсь, что зрителям дать. Ключевым поворотом в вашей карьере стало, когда ваш корейский педагог сказал, что вам обязательно надо попасть к Владимиру Климову и к Маргарите Кулин. Да. Как это произошло? Что вы можете рассказать про этих людей? И как вы в том возрасте разговаривали с ними на русском? Вы же, или они знали корейский, или вы знали на русском? Это было как Вонгук Ли, такой Да. есть танцовщик. Ваш первый педагог. Да, это для корейцев это легендарный танцовщик. У нас его называют, что корейский Барщенков. Да. Он мне, да, мой первый педагог был, и с ними очень мне повезло, потому что в детстве он меня как взял, и каждый город мы вместе выступил в спектакле. Поэтому я уже в 9 или 10 лет, я уже очень много, у меня шансов было, что выступить. Да, и сейчас для меня сцена это не волнение, это как друг. Да. А он мне предложил, что Кимин, тебе необходимо, нужно попасть к Володе Ритой. И, да, и поэтому я к нему подошел,
И они работали там Korean National University of Arts in Korea. Там я, да, просмотр, после просмотра как меня взяли, и они по-корейски говорили. Да. До того времени я не знал по-русски. И после окончания школы, как мне предложили, ты не хочешь попробовать Мариинский театр в России? Это мечта была, но когда мне предложили, я не верил, потому что я ему сказал, что там работать иностранцем, мне кажется, невозможно. Там только, во-первых, русский танцовщик есть. И мне кажется, я не знаю, у меня есть такой уровень, чтобы там поработать. И когда Мариинский театр труппы приехали в Сеуле, в гастроли был. И как раз через Володю Риты у меня шанс удался, чтобы директор Юрий Валерьевич Фатиев показать свои записи в видео. Ему очень понравилось, он предложил мне, давай приезжай в Питер и покажи какой-то вариацию. Я ему показал, как раз Байдерку я показал. Байдерка и Дон Кихот я показал. Почему я хочу сейчас еще танцевать Дон Кихота, если предложите, потому что любимый спектакль. Юрий Валерьевич, да, да, тоже очень благодарю, потому что он много мне дал спектакль и шанс много дал. Поэтому я сейчас я могу приятно танцевать и могу все время мечтать еще новой партии. Это потому что он мне очень много даю шансы и с ними очень хорошие отношения, поэтому я очень благодарю. Да, когда я, если возвращаться к истории, когда я приехал в Маринке, первый день я до сих пор помню, что только я умел по-русски говорить «здравствуйте», «да», такое, «до свидания». Даже я буквы не знал, что такое. Для меня сложно было, потому что для корейцев в Корее очень популярно, не популярно, очень, все дети учат английский язык. А сейчас русский язык чуть-чуть, странная буква для меня была, сложно даже было. Но мне очень приятно было, что общаться с друзьями, и хотелось больше общаться. И главное, почему русский язык я старался очень сильно, потому что хотелось слушать замечания. Когда педагог что говорит, балет очень интересный, потому что без языков тоже можно работать вообще. Потому что до того времени я не понял, что он говорит, они говорят, но как нюанс я понял, я чувствую. Но я хотел конкретно понимать, что они хотят. Быстро выучили русский? Не быстро. Не знаю, мне кажется, через год я уже все понял. Да. Когда вы прошли просмотр в Мариинке, потом начали выступать в Мариинском театре, вы сказали, что очень сильно боитесь русского зрителя. Вот сейчас удалось преодолеть этот страх? Сначала, может быть, я до того времени неправильно я сказал. Я боялся, боится. Вы сказали, что сказать, очень высокие требования у русского зрителя, потому да, что вот они это было. Не только технику, но и душу Да, смотрят, вот это было, потому что я, боялся, может быть, потому что я не знаю, как они принимают корейские танцовщики. Да, по-моему, я боялся. Но перед спектаклем не только, что я боялся, еще плюс я хотел показать. Посмотрите, пожалуйста, я такой, типа того.
Но до сих пор помню, что сразу с первого спектакля, как я даже чувствовал, это я не стесняюсь сказать, что как зрители меня хорошо принимали. Это, когда зрители хорошо принимают, это не только зрители знают, это танцовщики тоже знают. Это, не знаю, знаете, это иногда бывает, даже ты хорошо танцуешь, но в каком-то стене не совпадает. Это не объясняется. Даже, может быть, ты упал и что-то как не то делал, но зрители тебя любят. Это, мне кажется, это зрители и танцовщик нужно, между их появляется какая-то химия. А у меня было с русскими зрителями было сразу какой-то, да. И да, для меня это большая честь и повезло, и благодарю очень сильно. Вы говорите насчет упал. Я читал, что вы иногда даже танцуете с серьезными травмами. Да, да. Мне кажется, все танцовщики это будет, и это норм, мне кажется. Я считаю, конечно, самое лучшее, что не болеть, но самое главное, как это нужно исправить с ним. Потому что когда-нибудь где-то опять будет болеть. Да, потому что много спектаклей, и мышцы не держат. Я, по-моему, год даже отдыхал, когда у меня была серьезная травма, я год отдыхал. После этого я понял, что когда много спектаклей, очень много танцовщиков ошибки есть. Когда много спектаклей, они наоборот отдыхают. Ну, естественно, потому что ноги устают. Но мышцы как не все время держит. После спектакля еще меньше становится, еще меньше становится. Вот так. А если спектакль 10, а потом уже мышцы нет, из-за усталости, тогда это травма уже начинается. И у меня очень хороший есть корейский врач. Мне объяснил, ты, конечно, после спектакля нужно отдыхать, но которые нужно тебе, мышцы, которые определенные, нужно продолжать работать, чтобы как для следующего спектакля. Поэтому я понял, что когда много спектаклей, наоборот, нужно работать, продолжать. И вот так сейчас я после травмы продолжаю работать больше и больше. И пока нормально. Вы танцевали в лучших театрах мира, и в Венском оперном театре, в Париже, в Штатах, ну, естественно, в России. Самое запоминающее ваше выступление? Трудно сказать, потому что для меня все театры очень важны, очень приятно было. Естественно, как для меня до сих пор самый, вот так, я танцую, это дома. Это На Маринке. Да, на Маринке, потому что маринские зрители, маринские театры для меня, да, не сравниваться с другими театрами. Это не, да, это не из-за того, что лучше, хуже, нет, это просто как дома. Да, сейчас я там живу, там работаю из-за этого. Так не смогу. Если самое поминающее, конечно, это как премьера «Корсар» был в Маринке. Первый. Да, первый, потому что это волнение очень сильно было, еще раз я повторяю. И это театр, как танцевал Нуриев, Барышников, Макарова. И даже когда был гастроль, я видел Ромео и Джульетту у мой самый любимый танцовщик Владимир Васильев. Поэтому здесь танцевать я, и это для меня как
я не верил. До сих пор я иногда сейчас думаю, как дома, и когда сижу, я думаю, да, я сейчас танцую, серьезно? Вот такое, я до сих пор я не верю. И могу сказать, моменты там есть, поминающий момент. Это была гранд-опера, когда Баядерка я танцевал из травмы. И там есть в интернете, как гранд-опера Баядерка, есть запись, как я танцевал. Но это я, по-моему, до спектакля вместе я не смог заниматься. Это было страшно. И как я танцевал, я тоже не верю. Мне кажется, что-то мне помогал какой-то. Что-то сверху, да? Да, сверху. Я не верю, у меня нет религии, но что-то сверху мне помогало. Я чувствовал. Вы не танцевали месяц, но смогли исполнить роль полноценно. Да. Еще в интервью вы говорите, что некоторые танцовщики из-за того, что у них есть семья, не могут в полной мере реализоваться. Да? А вот вам повезло, и вы много путешествуете. Но в конце концов семью надо заводить. У вас есть в планах жениться? Если да, это будет где? В Корее или в России? Есть, конечно. Но не знаю. Мне кажется, это тоже судьба. Жду. Я стараюсь найти мою половинку. А вот ищете где? В театре ищете? Среди примадонн, может быть? Нет, я не ищу. Я просто сказал искать. Нет, я не ищу. Мне кажется, любовь должна быть как с естественностью. Чтобы сама пришла? Да, сама пришла. Но бы вы хотели, чтобы у вас жена была тоже балериной? Не обязательно. Это, мне кажется, не обязательно. А дети? Дети, я не знаю. Дети. Мне сказали, что танцовщик спрашивает, если у тебя будет ребенок, ты хочешь, что они танцевали? Да. Они все говорят, нет, балет так трудно, я наоборот, что это так легко, балет, и приятно. Трудно, это естественно, но все трудно, мне кажется, в жизни. Ты получаешь легко какой-то вещи, это быстро потеряет, я считаю. Но если трудно это получается, получаешь, то это долго с тобой будет. Поэтому трудно, но это, я могу сказать, это интересно. Поэтому, если дети хотят, чтобы балет, тогда пожалуйста. Но хотелось бы, он был бы дирижером, потому что это моя мечта была, чтобы быть дирижером. То есть, если бы Кимен не стал великим танцором, он стал бы дирижером? Так я точно не могу сказать. Вот кем бы вы стали, если бы не балет? Хотелось быть дирижером. Очень хотелось, потому что я очень люблю музыку. Да, поэтому, чтобы мой сын был или дочь был дирижером, чтобы я слушал музыку. Вы очень большой ценитель музыки. Как вы оцениваете вчерашний кыргызский оркестр, который играл на Баядерке? Очень хорошо. Мне так комфортно, удобно было. Я особо вообще как маэстро мало прошу, как темпо или что-то нюансы, я очень мало прошу, потому что мне важно не то, что как мне удобно, а что дирижеру удобно,
у дирижера музыка я хочу слушать, то у меня тело по-другому идет. Поэтому, я не знаю, вчера мне очень приятно было, как хотелось бы после спектакля благодарить труппе оркестра, но как из-за того, что много людей было, как не смог. Но я здесь перед камерой я еще хочу благодарить музыканты, и оркестры, и маэстро. Балет, да, вчера, как после спектакля, мне очень много хвалят, да, мне очень приятно, но балет не может, что как я один танцевать. Балет это все-таки спектакль, все труппы, оркестры, маэстро, партнерши, педагоги, они это все вместе. Командная работа. Команды, да. Поэтому вчера, как я хорошо танцевал, это из-за того, что труппы и все хорошо танцевали и хорошо помогали. Поэтому. Вы сказали, что планируете помогать начинающим Педагог. да, в качестве педагога и вообще, да, оказывать содействие начинающим танцорам. Вот начинающие танцоры из Кыргызстана могут, может быть, в будущем попасть к вам? Вы планируете им помочь? Ой, естественно. Как я считаю, ну, когда-нибудь я заканчиваю, не хочу сейчас это думать, ну, естественно. Мне кажется, очень самое опасное думать, что все время я, или все время как получается хорошо. Когда нужно быть хорошо, ну, как, нужно знать, когда, да, это, я считаю, это жизнь. И я считаю, должна быть лучше танцовщик меня, и я должен им обязательно нужно помогать. Да. То есть вы планируете потом стать педагогом, да? Да, планирую. И может быть хореографом, может быть дирижером. Может быть уже поздно. Но да, у меня мечт очень много. Хочу, знаете, когда сейчас мне 30, а когда идет год, еще год, а мечта вообще как наоборот Меньше и меньше. меньше. Но я не хочу так жить. Я хочу, когда исполнить год больше, а мечта тоже продолжать больше. Да. Так вот. Буквально два последних вопроса. Да. Ваше окружение рассказывает, что вы человек с большим юмором, рассказываете очень смешные истории из вашей жизни. Для наших зрителей одну такую очень смешную, интересную историю. Я просто с юмором рассказываю с друзьями очень хорошо, но перед камерой я никогда не делал. Это, знаете, это уже другой профессии. Но перед камерой вы рассказали, как вас остановил гаишник и узнал вас, да? Вот это да. Нет, еще другой я расскажу, по-моему, никому не сказал. Гаишник это одно. Это было, как я неправильно сделал, ездил, а он подошел и потом, ой, это Кимин, вот такой узнал. И потом другой, опять тоже ездил, но это я был только лицензия право получил, по-моему, 2 недели. Поэтому, конечно, мне страшно, я аккуратно ездил. Но это все так и делают, что неправильно ездят сначала. И много ошибок. Я ездил, а я, видимо, что мешал другую машину. И когда он назад бибикает, он хочет, что меня остановить. И хочет, по-моему, ругать. Я очень боялся, он меня... А потом он вышел, потом так меня смотрит, он такой злой был, а потом меня смотрит, ой, это Кимин. А потом
можно фотографировать? Тогда я не буду ругать. Он сказал, тогда окей. То есть Такое, часто узнают вас, да? Ну, не часто, бывает. Приятно. Бывает. И завершая наше интервью, ваш совет начинающим танцорам и людям, кто хочет быть причастным к балету в Кыргызстане, что надо сделать, чтобы стать таким, как вы? Я раньше очень много раз сказал, что нужно работать. Только работа помогает. Но потом, как шло время, и я считаю, это неправильно сказать, что работать. Потому что, мне кажется, в первую очередь нужно любить свою профессию. Тогда работа, естественно, будет. Без любви работаешь, то это, может быть, это месяц только так и продолжает, но потом не будет. Я иногда, мне как родители часто ругают, что я ни трубку не возьмешь. Когда я работаю, иногда, как в зале, я могу что 5 часов, что не смотреть телефон, и потом время как... Уже темно. Да, это очень часто у меня. Сейчас даже поэтому родители уже знают, если трубку не возьмет, тогда он точно будет, что 3-4 часа. Потом, как мне спрашивали, что почему ты много работаешь, если ты премьеры должен уже кушать и домой. Я так думал. Наоборот, я думаю, что не наоборот, до того времени себе я вопрос задал, почему я работаю постоянно. А потом у меня ответ был, да, потому что я очень люблю балет, очень люблю зрителей, очень люблю музыку. Поэтому специально я не работаю, мне просто да, получается так. И во время нашего интервью я услышал, что вы еще раз вернетесь в Кыргызстан и хотите поставить здесь Дон Кихот, правильно? Хочу танцевать, да, хочу танцевать. Ну, приглашайте, пожалуйста, как с удовольствием приду. Обязательно будем вас ждать. Еще раз спасибо за интересное интервью, спасибо за прекрасный балет Баядерку, и будем вас ждать в Кыргызстане обязательно с Дон Кихотом. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо.